эфире информационно-аналитический блок «Экономика». Здравствуйте. С начала 2012 года Кыргызстан перешел на двухуровневую систему бюджета. Это значит, что теперь города и села могут распоряжаться частью своих денег самостоятельно. В 2013 году рост налоговых доходов местного бюджета по сравнению с 2012 годом составил 11% или около 1 миллиарда сомов. Министерство финансов связывает рост местных сборов именно с децентрализацией бюджета и довольно оптимистично смотрит на перспективу местных бюджетов. Результаты, суммарные результаты. Это увеличение местных бюджетов каждый год 1,5 и более миллиарда сомов. Это большая сумма. Если раньше увеличение было 500 миллиона, 400 миллионов сомов, а сейчас 1,5 миллиарда. Я говорю это кроме трансфертов, кроме республиканских трансфертов. Это большие деньги. Но кроме того, еще один показатель. Это свободные остатки доходов на начало года у местных бюджетов или превышение доходов над расходами. Вот если на начало 2013 года превышение доходов над расходами составляло где-то около 500 миллионов сомов, чуть больше 500 миллионов сомов, а на начало 2014 года эта сумма составила 1 миллиард 100 миллионов сомов, чуть более. Это о чем говорит? О том, что все-таки происходит постепенное укрепление местных бюджетов. В целом доля местных бюджетов составляет не более 15% от общегосударственного бюджета Кыргызстана. Это говорит о том, что наш бюджет продолжает оставаться очень централизованным. В развитых странах доля местных бюджетов составляет 30% и выше. В Польше, например, этот показатель достигает 50%. Большая доля местных бюджетов и экономическая децентрализация является фундаментом развития демократии и обеспечивает политическую стабильность. Бюджетные расходы, особенно бюджетные доходы, должны быть приближены к источникам, непосредственно к населению. Население живет или в селе, или в городе. Поэтому постепенное такое направление, которое было и изложено в стратегии развития страны до 2017 года, это приближение бюджетных вопросов непосредственно к населению. И там написано путем увеличения норматива отчисления от общегосударственных налогов, путем делегирования полномочий. Вместе с тем существует множество проблем, которые требуют немедленного решения. Только за 2012 год было возбуждено более 170 уголовных дел по фактам недостачи и коррупции на руководителей муниципалитетов. Многие местные руководители и депутаты оказались не готовы к финансовой самостоятельности. Правительство должно было обеспечить должную подготовку и постоянно повышать потенциал МСУ. На сегодняшний день у органов местного самоуправления нет прав по тому, как реализовать свои налоговые правоотношения в реальную действительность. На самом деле так получилось, что в 2009 году, когда принимался действующий налоговый кодекс, в вопросах, кто будет заниматься налоговым администрированием, написали только налоговые органы. И получилось так, что орган местного самоуправления, будучи хозяином территории, он не ведает, сколько у него налогооблагаемой базы, как собирать. Если есть неплательщики, что у них нет права подавать в суд, то есть каких-либо рычагов, чтобы быть истинным хозяином, наверное, этой территории. Все взаимоотношения строятся у налоговика, и получается какая ситуация, что те налоги, которые должны собираться органами местного самоуправления, они так себе собираются на уровне района. Если бы это передали если бы передали какие-то возможности предоставлять льготы, то орган местного самоуправления стал бы на самом деле думать, он мог бы, например, если взять очень позитивный такой опыт Китая, то они полностью все права отдают на места, и они могут сами предоставлять льготы, но при этом они сами просчитывают, что от этих льгот они будут иметь на следующий год. К великому сожалению, сегодня у нас мы этого не достигли. Итак, можно сказать, что первый шаг на пути укрепления местного самоуправления уже сделан. Теперь необходимо довести эту реформу до конца и передать администрирование местных налогов местным органам власти, несмотря на сильное лобби центральных чиновников. Иначе и эта инициатива грозит стать очередной безрезультативной недореформой. С вами был Азамат Акелеев. Всего доброго.